Қайырлы күн, құрметті достар, меня зовут Сауля Муратовна, я преподаватель казахского языка, а вы находитесь на канале, который является еще одним ресурсом в помощь изучающим казахский язык. В сегодняшнем видео речь пойдет о бата, традиционное казахское напутствие, пожелание. Бата, как правило, произносят старшие в семье: дедушка, бабушка, отец, мама. Бата есть нескольких видов. Буквально перед каждым серьезным событием в казахской семье произносят и получают бата. Перед отправкой в путь, перед поступлением на работу, перед поступлением в школу, в садик, буквально перед любым мероприятием, как правило, старшие в семье дают напутствие, пожелания. В сегодняшнем видео речь пойдет о дастархан батаса, бата, который произносится после приема пищи. Хочу ваше обратить внимание на слово дастархан. Вы часто, здесь написано слово через «к», а вы достаточно часто видите это слово написано через «х». Скажу, друзья мои, сразу оба варианта являются правильными, потому что это слово заимствованное. Поэтому и так будет правильно. За столом бата произносит, как правило, старший из мужчин, либо гость, если такой за столом есть. Если мужчин за столом нет, то бата произносит женщина старшая из женщин, либо гостья. А если за столом мальчик находится, то традиционно и мальчик дает, также произносит бата. Традиционно в казахских семьях статус мужчины немножко выше, чем статус женщины. Поэтому во многих казахских семьях и сейчас с 3-4 лет мальчиков обучают произносить бата. Итак, внимание на доску. Бата, как правило, это стихотворение, зарифмованные строчки, пожелания. Дастарханыңа береке берсін, бастарыңа мереке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін. Аумин. Вот такое короткое, но очень емкое бата сегодня я для вас приготовила. И не переживайте, друзья, текст этого бата я размещу под этим видео. Вы обязательно перепишите себе в рабочую тетрадь, прочитайте как минимум раз 15-20, и постепенно этот бата нужно будет выучить. И уже завтра вы сможете дома, после каждого приема пищи, тренируйтесь уже произносите бата, потому что обязательно вы в скором времени будете в гостях и будете почетным гостем. Тогда вам обязательно скажут: пожалуйста, произнесите бата. В целом бата – это пожелание здоровья. Давайте вот конкретно по тексту, да? Дастарханыңа береке берсін, пусть дастархан твой будет богатым. Бастарыңа мереке берсін, пусть у вас всегда будет праздник. Мы видим здесь слово мереке, праздник. Астарыңа адалдық берсін, пусть твоя пища будет чистой. Бастарыңа амандық берсін, дендеріңе саулық берсін. Это пожелание здоровья. И обязательно после произнесения бата произносится слово аумин. Это то, что очень легко выучить, но бывают люди, которые еще короче вариант предпочитают. И здесь я для вас приготовила такой бата, который буквально в 2 строчках. Дастарханыңа береке берсін, не берсе қайрамен берсін. Вот такой короткий бата, который состоит всего из 2 строчек. Обратите внимание, друзья мои, что вот этот бата, он написан в обращении, форма обращения на «ты». Конечно, если вы за столом в гостях, и, как правило, если есть взрослый за этим столом, мы обращаемся на «вы». И поэтому текст обращения на «вы» я также размещу под этим видео. Моя большая рекомендация: перепишите в тетрадь, прочитайте 15-20 раз, читайте до тех пор, пока вам будет легко произносить. И потом вы с легкостью сможете и дома воспроизвести, и, конечно, в гостях. Вот такое очень короткое, но я очень надеюсь, что полезное видео. Если вы еще не подписаны на этот канал, конечно, подпишитесь и поставьте колокольчик. Я вам обещаю, в скором будущем будет еще очень-очень много интересного видео. Сау болыңыздар!